Мы жители и гости нашей республики. Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Так, на 30 апреля выявлено 105 новых случаев. Наибольшее количество в Якутске зарегистрировано 61 случай. Мегино-Кангаласский район вызывает опасения. На сегодня у них 15. Усялданский 6, Татинский 5, Амгинский 4, Алданский, Нерюнгринский, Хангаласский по 3 случая, Чурапчинский 2 случая и Мирнинский, Намский, Нюрбинский по 1 случаю. За сутки мы провели более 2462 исследований. А всего же, напоминаю, с начала пандемии отработано более 1 миллиона тестов. Что касается вакцинации, против новой коронавирусной инфекции она у нас проводится в 44 медицинских лицензированных организациях, в которых развернуто 244 пункта. Создано на сегодняшний день уже 119 мобильных бригад. И на 30 апреля в республику поступило 114 412 доз вакцин. И первую вакцину получили уже 107 310 человек, в том числе лица старше 60 лет получили 27 052 человека. И на сегодняшнюю дату использовано практически 95 вакцин. Буквально вчера мы разговаривали с Министерством здравоохранения Российской Федерации, и в начале майских праздников ожидаем дополнительное поступление, поэтому хотелось бы напомнить нашим жителям о графике работы вакцинальных кабинетов. Мы планируем работать ежедневно, так же, как и участковая служба, каждый день с 9 до 15, узкие специалисты по расписанию, лаборатории ежедневно, для того, чтобы вы могли обращаться за медицинской помощью. Хотелось бы напомнить нашим жителям, что, учитывая, что рост сегодня все-таки идет интенсивный, обращаться за медицинской помощью в случае признаков ОРВИ незамедлительно, поскольку мы видим, что меняется сегодня картина заболевания. Наибольшее количество сегодня заболевших, в отличие от прошлого года, это люди 29-49 лет. Далее идет молодежь и дети. Картина смазанная, поэтому хотелось бы, чтобы сразу же, еще раз напоминаю, обращались за медицинской помощью в медицинские организации. Нами усилена работа горячих линий на выходные дни и выездных бригад неотложной скорой помощи. Я хотела бы пожелать всем здоровья, хороших праздничных дней, но не забывать о режиме благополучия и соблюдать все меры безопасности. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба актуальной эпидобстановки, а мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен в Якутии до конца мая. Усиленные проверки ждут торговые центры и места скопления людей.